Добрый вечер. Мы снова в эфире, а это значит, что в течение ближайшего часа, как и обычно, вас ждут краткий обзор событий минувшей недели, последний обзор Чунет новостей и инспекция ключевых событий июня, непричесанные истории Чеченской Республики. Все это сверстано из репортажей и материалов наших корреспондентов. На этой неделе в обойме событий предложение Рамзана Кадырова построить в Абхазии мечеть, контроль книг, жалоб и предложений в муниципальных лечебных учреждениях Грозного, первый всероссийский бизнес-форум и многое другое. Кроме того, как и обычно, обзор новостей виртуального мира, календарь событий июня в истории Чеченской Республики и в конце программы история Маулида Висаитова, советского офицера, который первый пожал руку командиру американских частей во время исторической встречи на Эльбе. И в заключение напоминаем, что новости могут быть интересными, если к ним подходить с интересом. Приятного просмотра. Предложение Рамзана Кадырова построить в Абхазии мечеть, контроль книг, жалобы и предложений в муниципальных лечебных учреждениях Грозного, первый всероссийский бизнес-форум «Хай-Тек-2009». Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. В Чеченской Республике прогрессивная и образованная молодежь. Она понимает губительность идей ваххабизма и терроризма как для отдельно взятой личности, так и для всего чеченского общества. Тагир Салаханов и его диалог с чеченской молодежью в рубрике «Дайджест недели». В странах Западной Европы проходят обучение около 100 студентов из Чеченской Республики. Сотрудник Министерства печати и информации Раджаб Мусаев вышел в финал конкурса «Будущее России». Обо всем этом и не только в нашей постоянной рубрике «Чинет-Инфо». Как обстоит в республике ситуация с IT-технологиями и насколько в этом плане мы отстали от других регионов? Об этом в рубрике «Тема инфо» размышляет Магомед Нухаев. Прибытие Лермонтова в крепость Грозную, захват Грозного чеченскими частями дикой дивизии, секретное письмо начальника управления ФСК по Москве и Московской области Савастьянова на имя Шахрая с предложениями по Чеченской Республике. Это и не только в обзоре ключевых событий июня в истории Чеченской Республики. Летом 1945 года президент США Трумэн подписал представление к ордену Легион Чести чеченца подполковника Висаитова. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе героев Второй мировой войны. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, наш топ из 10 наиболее ярких событий недели. На этой неделе в десятку новостей попали предложения Рамзана Кадырова построить в Абхазии мечеть, контроль книг, жалобы и предложений в муниципальных лечебных учреждениях Грозного, первый всероссийский бизнес-форум «Хай-Тек-2009» и многое другое. Рустам Мугаев с обзором событий минувшей недели. На 9-м международном фестивале молодых исполнителей «Хрустальная магнолия» первое место по вокалу заняла юная певица Государственной филармонии Чеченской Республики Айна Исаева. Молодая певица также удостоилась специального приза жюри «Золотой голос» фестиваля. Конкурс проходил в городе Сочи с 4 по 14 июня. Фестиваль проводился по 11 номинациям, в том числе и по вокалу. Возрастная категория участников от 5 до 25 лет. 16-летняя Айна Исаева живет в селе Гайты Чеченской Республики и учится в школе. Юная певица повезла на фестиваль программу из 3 номеров: «Роман Соловей» на музыку Алябьева, «Арию, если любишь, Перголези» и чеченскую песню «Нох Чечуэ Сансир Ласеда», музыка Аднана Шахбулатова. Первые уроки вокала ей преподавал заслуженный артист Российской Федерации Моусар Минцаев. Сейчас музыкальное шефство над восходящей звездой осуществляет заслуженный деятель искусств Республики Али Халилов. На этой неделе в Грозном прошла встреча главы Чеченской Республики с членами парламентской делегации Абхазии. В ходе обсуждения вопросов плодотворного сотрудничества между сторонами Рамзан Кадыров отметил, что республика хотела бы наладить отношения с абхазской стороной в сфере культуры, спорта и туризма. Кроме того, глава республики в знак добрососедских отношений между Россией и Абхазией выступил с предложением на строительство в этом регионе мечети. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Нукзар Ашуба заверил Рамзана Кадырова в том, что это предложение будет доведено до президента Республики Абхазия. Он также подчеркнул разительные перемены, произошедшие в республике за короткий промежуток времени, и отметил, что Грозный стал самым красивым городом Северного Кавказа. Чеченская Республика играет значимую роль в общественно-политической жизни всего Северокавказского региона. На этой неделе среди осужденных исправительной трудовой колонии номер 2 Чернокозово Чеченской Республики прошел конкурс на тему знания и навыки студентов современной гуманитарной академии. В конкурсе приняли участие экономические и юридические факультеты представительства СГА, действующего исправительном учреждении с октября 2007 года. На сегодняшний день в Чернокозовском представительстве академии обучается 29 осужденных, а около 30 сотрудников колонии. Ожидается, что по окончании срока наказания бывшие заключенные станут дипломированными специалистами и смогут работать
работать юрисконсультами, нотариусами, адвокатами, а также специалистами экономического направления. Напомним также, что в мае 2008 года Всероссийским совещанием начальников СИЗО и тюрем Федеральной службы исполнения наказаний самыми благоприятными на юге России признаны следственные изоляторы Чеченской Республики. В ближайшее время под эгидой администрации Грозного Ассоциации парикмахеров и косметологов Чеченской Республики салона «Карина» в Грозном пройдет ежегодный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству. Проект разработан в рамках инициативы президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Тематика нынешнего чемпионата – лучший образ чеченской девушки. Цель конкурса – пропаганда чеченской культуры, а именно отражение самобытного колорита в образе современной чеченской девушки. Важным составляющим конкурсных работ является особенность элемента косоплетения. Как считают организаторы, вариации косоплетения позволяют не только отразить изящество образа, но и подчеркнуть красоту и скромность чеченской девушки в сочетании с национальным платьем. Сообщается, что в качестве почетного гостя конкурса будет приглашен известный стилист Сергей Зверев. Под особый контроль будут взяты книги жалоб и предложений в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Грозный. Об этом заявил глава администрации Грозного Муслим Кучиев. Во всех больницах и поликлиниках должны быть книги жалоб и предложений. Их проверкой буду заниматься лично. По указанным в них замечаниям будут приняты соответствующие решения, подчеркнул в этой связи Муслим Кучиев. Напомню, что в настоящее время завершаются строительно-восстановительные работы в 11 объектах здравоохранения. Еще 7 будут отремонтированы в ближайшее время. В целях улучшения медицинского обслуживания населения в городской администрации разрабатывается также и стратегия развития сферы здравоохранения в Грозном. Планируется, что в ней будет учитываться распределение лечебных учреждений на территории Грозного, кадровая политика, получение медицинского оборудования и многое другое. В Грозном успешно завершил работу первый всероссийский бизнес-форум Hightech.com 2009, в котором приняли участие около 100 ведущих компаний различных регионов страны, специализирующихся в области современных информационных технологий. Организаторами форума выступили Ассоциация малого бизнеса Чеченской Республики и московская компания Green Marco Conference. Одним из ключевых участников бизнес-форума стала норвежская компания Tandberg. Компания является мировым лидером в области технологий визуальных коммуникаций. По словам участников встречи, форум в Грозном прошел на высоком представительном уровне как со стороны Чеченской Республики, так и со стороны регионов Российской Федерации. Следующий бизнес-форум по замыслу организаторов пройдет также в столице Чеченской Республики в июне 2010 года. Генеральным спонсором мероприятия выступила компания Мегафон ЗАО Мобиком Кавказ, которая презентовала запуск на территории Чеченской Республики сети 3G. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров с целью ознакомиться с ходом строительных работ нового корпуса Центральной районной больницы совершил инспекционную поездку в город Шали. Предполагается, что новый пятиэтажный корпус больницы будет включать в себя родильное отделение на 90 коек, детское отделение на 60 койко-мест, взрослая и детская поликлиники на 500 посещений и детская консультация на 350 посещений в смену. Открытие корпуса запланировано на сентябрь текущего года. На сегодняшний день в больнице ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Президент остался доволен темпами строительных работ и отметил, что в системе здравоохранения руководством республики уделяется приоритетное внимание и подчеркнул, что для 120-тысячного населения района, из которого почти 45 тысяч дети, открытие современной больницы станет настоящим праздником. Строительство корпуса начато в 2007 году по поручению главы республики и ведется за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Участившиеся в Чеченской Республике боестолкновения являются следствием активизации силовых структур по нейтрализации бандгрупп, а не показателем укрепления позиций бандподполья, заявил в среду министр внутренних дел по Чеченской Республике генерал Руслан Алханов. Он отметил, что в настоящее время спецмероприятия против остатков бандформирований, начатые в апреле текущего года, продолжаются в самой республике и на приграничных территориях соседних регионов. Он сообщил, что с 20 апреля в ходе спецопераций уничтожены 27 участников бандподполья, задержано 74 человек, причастных к бандформированиям. Установлено еще 40, связанных с бандгруппами. Обнаружено 13 схронов и 4 базы боевиков, изъято свыше 450 килограммов взрывчатых веществ, 66 единиц огнестрельного оружия, 75 гранат и более 8 тысяч боеприпасов. Все необходимые силы и средства у нас имеются. Спецоперации будут продолжаться до полного уничтожения бандподполья, подчеркнул министр. По задумке авторов чудовищного сценария Второй Чеченской войны, нынешнее поколение, тех, которым 18-25 лет, должно было быть потерянным для Родины и общества. Однако сценаристы своих целей так и не достигли.
К ним примкнула лишь незначительная часть чеченской молодежи. Остальные выбрали свое будущее – будущее без войны и террора. В Чеченской республике прогрессивная и образованная молодежь. Она понимает губительность идей терроризма как для отдельно взятой личности, так и для всего чеченского общества. Тагир Салаханов и его диалог с чеченской молодежью в рубрике «Дайджест недели». Будущее любого народа определяется тем, какое поколение они сами взрастят. Если это будут высокодуховные, образованные люди, этому обществу гарантированы успех и процветание. Если же юность и детство подрастающего поколения не были отягощены постижением знаний, исследованием нормам морали и этикета, то в будущем, когда уже они станут старшим поколением, это общество постигнет кризис, если не катастрофа. Молодое поколение чеченцев, те, кто родился в период с 1988 по 1997 год, прошло через физические и моральные испытания, не имевшие прецедента в истории. Это был период крушения всех человеческих ценностей, время, которое стало синонимом безвремени и распада. Становление характера и личности происходило у этих ребят на вот таком малозавидном фоне, в условиях максимального негатива, подчас без какого-либо образования. И не случайно многие считали это поколение потерянным. В 97-98 году в Ермоловке я сейчас Алханталинская средняя школа номер 1. 3-4 класса, бьешь лучше. На сум гинохцев там был Ор Урна Гал дасва хабал هو أربعة قال أصلاً كح الشدق كدوران موسى دعوة وقتی انقدر داخل الشدق كدوران اما سودن صدرت اسمه ولیش خلاص وكان أخشوش هنت образование бесплатно его сухая ха потом أخشوش лишь школе лишь делался со школы мулила صدرت اسمه лишь очень ха со روش تحت قلق عيبار يستوج عجل يورتيست عشوش صار ثاني حتى ثاني سكرت داتر قيمة نخلج مشكلة يا سونا خل ماشي نوم ماشي ملك وجو خاخ عش نخلج على شو نيخ كاتش كلنا نخلج كل تعيسل يلوكس. Действительно, у ребят были все негативные предпосылки для того, чтобы стать балластом прогрессивного общества. Тем не менее, в большинстве своем чеченская молодежь стремится следовать велениям ислама, традициям народа и сыновней верности. Хотя, к сожалению, кто-то продолжает попадать на умелые ловушки ваххабитов. Обреченные на поражение, загнанные в лесные норы, ваххабиты продолжают, как за спасительную соломинку, держаться за неокрепшие юные умы, инстинктивно тянущиеся ко всему возвышенному и романтичному. Для кого-то эта тяга оказывается определяющей, и они уходят в лес, навстречу бесславию и гибели, подставляя при этом весь свой род и отрекаясь от своего прошлого, настоящего и будущего. образование сахалари там حقيقة دوش تج تكيرش تحمادوتي يتكشي عند عيجر شيء حقيقة تدل حاري شهور بايتر هون حق الحد يشهردك حلوين دوش اشتمال دول هم ويندك دوش ينتقوش تربون يتسر خاني حلير خاني ينسر خان مو برختي يو حلير خانا بيسن أرولا داجي شر أرولا شيء تك تبزواوش يتك مش وناتوش نين ونان ويدقنش يجري دقنش يبعني دقني تلغاتلن وتنس ميلا بيسن خانيالش خنا عميت شنار غالر تقدوال غال حادوخ سون سأل هرحل هرغولي خيصون أنا تك عود الواتع هردي كادتنا وجه همانت إيه غروات علامة تور حلقاتنا هو يستطيعون شو قوان تنجو أنا بيش هو يستطيعون شو يوم شيء أمم دعال ده نعم شديد ده زموعي Когда-то, когда Вторая Чеченская война разгоралась во всем своем ужасе, один человек предрекал всю гибельность идей ваххабизма. К счастью и к чести чеченцев он был услышан и поддержан. Jo registrerade jeter
Дюшо местных регистрации, муфтиятла Ириочо организация регистрации. Он отнама худо шوية يخن ويليات أو ويفرح شمالوش. سأل مفتياتي ورئيساتي على إيازنا. شو لو بيحكي لبرتين. نخو بوصلنا بيوش دولهما بيحكي تعالى إلى وقت بيحكي. بيقول ده لبرتين всякое течение, разделяющее наш народ, как, например, ваххабизм. طبعا إذا هو بيوش. холодный. Тех, кто определил для себя историческую правоту Ахмата Кадырова и последовал его пути, к счастью, все-таки больше, чем тех, кто выбрал гибель на пути противостояния собственному народу. Имам шли царя, вой муфти шли царя, и жихада хончуан садахтар хусах алилар дас нас борг дарс ламас дарс марха барс закталарс нахан агуда хажарс угр халах حيدك جو أحوز إن خلرت إيش داخل شدوي جرات نقاسن إيش داخل شدوي ويبيك مرد يلصق مارشال كولسون سوء نبرمت إيش تداخل كان خليج جرات ناخن تعزيز سديش ساعة ما سديش نبرد وإسلام شاخ درس باندوش سوى إسلام داخني ويا إيش داخلتنا ويبيك مرد عليه الصلاة والسلام سوى بورق داش سوى ألدو الحديث سوى ألدو سنة سن داخلتنا وخليج شدو تاخداس ناس بورق سديش استجنا قاسن يوغاح سعادة يلسمني سيوقف الناس جيخاد وصلنا لستاقن خليلة دات خير تعاوى يعني ويبقى من أوصل بعض اللي يرسل مع خواتهم جيخاد داقن مش كيرسنا تقوم بين مكة عياق شيء بو كيرسنا تقوم بين شيء شباهش ويدق جيخاد جيمس جيخاد دق جيخاد قاتشونا يا رسول الله لخافت قلباء أصحابش وكيف دق جيخاد يا الجيخاد لازم جيخاد تدور استيق فيت سويش استيق تعالرس قيتن سوني بوصلين مرزدلت إشتين بوصلين إيست إيدو جيخاد صول دوق استيق فيرال دوق جيخاد إيس واوان شيء غير مثل شيء ديوت القاب أربع لغي ميلسو كل الآخر يعني كل سو وانا يوير سونا سنساع جيخاد لا سونا سنديل نعم. Для каждого чеченца, уважающего себя и традиции своего народа, понятие «мать» было святым на протяжении всей жизни. Матери тех, кто уходит за призрачным счастьем, сегодня безутешны. Они понимают, что их сыновья ушли навстречу гибели. Но понимают ли сами эти сыновья всю гибельность собственного положения? Какой рай они собираются обрести, разбив сердце матери? Примерно Инси даже истя чувствую, что телефон то тенгау, или царь пурбадо, чумлели нуацу, пример сенанс, сингит сахач, ас болин бол, няк имел мух, няк бала, имел дикни его чолах, чин пурбадо, ас няк болба, сон тахан ли шокодини хакач, чин алла дож, ас дин долком саюх хади алла до, цана аборот дирсин эрдук, сон цахум уқца гул шакса дол. без образования шейн управлять толпа юзер шейн تاخذ تربو شو شادي نو جوجا وونك ديش ايش وونك دينا تندا على حي خوت داسر شنو شين لو شنو جاي اخو толпа يش شا толпа تندا واتن سو وديدو يقدر خاطر مال. Поколение, о котором мы сегодня ведем свой разговор, это те, кто завтра встанет во главе министерств и ведомств, предприятий и общественных организаций. Они и сами понимают всю ответственность, лежащую на их плечах. В первую очередь ответственность в том, чтобы быть полезными Родине и родному народу. Войнах идеологически, гражданский, общество. Теперь нормально войнах киетошки ора, волх, даба, цехилерба, долж, нах цехилерушка. Слушай, а я лысею о том, что наша молодежь, мы молодые люди, потерянное поколение, короче, команда. Халханер. Вы помогут тура ора, да и чему сюда, вот вам было шумду. Хинца استدارت وحلقة البريزيدنت وهينز والبريزيدنت رمضان Ахмадович дал шьёку делать волку направление. Ваххабизм Чеченской Республики объявлен персоной нон-грата. Руководство республики, правоохранительные структуры, духовное управление мусульман и все патриотично настроенные граждане ведут с ним непримиримую каждодневную борьбу.
И молодежь Чеченской Республики заявляет, ваххабизму нет. А значит, действительно, очень скоро горные ущелья и лесные массивы республики перестанут сотрясать эхо взрывов и трескотня выстрелов. В других местах давно не стреляют, а скоро и сюда придет устойчивый мир. Чеченская республика во всемирной паутине. Есть в этой паутине и чеченский сегмент. Это то, что чеченские пользователи сети гордо именуют Ченетом. Что говорит о нас сеть и о чем в ней говорим мы? На минувшей неделе сеть заговорила о том, что в странах Западной Европы проходит обучение около 100 студентов из Чеченской республики. О том, что сотрудник Министерства информации и печати Чеченской республики Ражаб Мусаев вышел в финал конкурса «Будущее России» и о том, что после отмены режима КТО чеченские милиционеры не успевают выплачивать вознаграждение за сданное оружие. Обо всем этом и не только в нашей постоянной рубрике «Ченет-Инфо». В рамках программы президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в странах Западной Европы проходит обучение около 100 студентов из Чеченской Республики. Об этом на этой неделе заявили ряд сетевых изданий. Так, по словам авторов материала, 41 студент обучается в Германии и 48 студентов в Великобритании. Сообщается, что на данный момент студенты учатся на подготовительных отделениях престижных европейских вузов. Для поступления в вузы этих стран уже в июле студентам необходимо выдержать экзамен по немецкому и английскому языкам и набрать не менее 6 баллов. После этого они будут зачислены на первый курс. Итоги экзаменов станут известны в сентябре. Планируется, что эти студенты в стенах европейских вузов будут изучать в основном естественные науки и медицину. Таким образом, молодые люди станут специалистами в различных областях – биологии, химии, информатики. Авторы материала подчеркивают, что в этом году набор в зарубежные вузы будет продолжен. Уже осенью за рубеж планируется отправить еще около 100 студентов. Интернет-ресурс «Новый регион» сообщает, что в самый пик строительного кризиса, когда большинство строек, даже супернебоскребы делового центра российской столицы замораживаются до лучших времен, в самом центре Москвы, неподалеку от площади Курского вокзала, развернуто громадное строительство представительства Чеченской Республики. Под это строительство выделено 9 тысяч квадратных метров, сообщает автор материала. Эти метры под культурный и деловой центр Чеченской Республики были выделены 3 года назад как итог договоренности, достигнутых на переговорах мэра Москвы Юрия Лужкова и тогда еще председателя правительства Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Инвестором застройки выступает общество с ограниченной ответственностью «Интерпродресурс», с которым и заключен представительством Чеченской Республики при президенте Российской Федерации инвестиционный контракт. Сотрудник Министерства Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ражаб Мусаев вышел в финал конкурса «Будущее России» в номинации «Молодой журналист». Об этом сообщает информационное агентство «Грозный информ». Национальная молодежная премия «Будущее России» учреждена в 2006 году. Учредителями выступили Федеральное агентство по образованию, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Национальная ассоциация журналистов «Медиакартия», Российский союз молодежи и Национальный дельфийский совет России. Конкурс направлен на поддержку и стимулирование деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициатив и талантливой молодежи. В экспертный совет Национальной молодежной премии входят ведущие специалисты в тех сферах деятельности, которые пересекаются с основными номинациями, а также видные общественные деятели Российской Федерации. Неужели в Грозном и вправду планируют построить 45-этажные небоскребы, вопрошает с недоумением из далекой Европы бывший житель Грозного, пользователь войнахского сетевого ресурса Теаптер.ком на страницах этого издания. Да, котлованы уже выкопаны и работы идут активными темпами, отвечают жители Грозного, очевидцы события. Причем тут же отмечается, что проектировщиком и куратором строительства выступает компания Аль-Нахель Пропертис, которая в последние годы является одним из главных законодателей в мире строительной моды. По сведениям авторов комментария, именно этой организации из Объединенных Арабских Эмиратов была поручена работа по возведению 4 искусственных архипелагов в Персидском заливе на территории Эмирата Дубай. Согласно же утвержденному плану застройки чеченской столицы, в Грозном появятся небоскребы, новые микрорайоны с современной инфраструктурой и несколько транспортных колец, отмечают авторы информации.
После отмены режима контртеррористической операции чеченские милиционеры не успевают выплачивать вознаграждение за сданное оружие. За 2 года жители республики стали богаче более чем на 40 миллионов. Об этом на неделе заявил сетевой ресурс «Комсомольской правды». Так, по подсчетам сетевиков, в течение последнего месяца жители республики заработали более 5 миллионов рублей только на сдаче тротила. Сначала жительница поселка Ушкалой случайно нашла в поле, где пасла скот, 180 килограммов взрывчатки. А через некоторое время житель Шатойского района показал милиционерам тайник, где хранилось еще более 100 килограммов тротила. Помимо взрывчатки, чеченцы активно сдают милиции заряжавшиеся со времен вооруженного конфликта автоматы, гранаты, патроны и прочие боеприпасы, которые для мирного существования малопригодны. За каждый ствол платят строго по прейскуранту, установленному правительством Чеченской Республики. Сумма зависит от марки оружия, веса и количества, отмечает издание. Сообщество «Русские мусульмане» в социальной сети ВКонтакте создает приятное впечатление, сообщает в своем интернет-дневнике один из пользователей живого журнала сети Live Internet. Это впечатление складывается благодаря тому, что в сообществе представлены интересные материалы и занятная аудио- и видеотека. Много в нем и участников. Однако бросается в глаза тот факт, что в последнее время все больше и больше представителей иных конфессий принимают ислам. Это, конечно, поражает, отмечает блогер. В то же время автор пишет о том, что в группе очень много пользователей с аватарами и никами «Хочу на Кавказ», «Кавказ – моя мечта» и так далее. По сути, получается, что формула «принял ислам», стал кавказцем, кое-где действительно работает. Я с уважением отношусь к народам Северного Кавказа как к наиболее ярким представителям мусульман в России, но ислам – религия для всего человечества. И переход в эту религию, безусловно, не должен означать переход в другой народ, будь то кавказский или какой-либо другой, отмечает с сожалением автор материала. В Чеченской Республике около 212 тысяч школьников, 30 634 студентов вузов, 8 тысяч учащихся техникумов, 15 тысяч студентов средних специальных учебных заведений и 24 тысяч человек педагогического состава. Это говорит о значимости образования для республики. Об этом заявил на этой неделе в средствах массовой информации министр образования и науки Чеченской Республики Анзор Музаев. По его словам, в Чеченской Республике функционирует 437 школ. Министр отметил, что выпуск в 2009 году составит свыше 4700 молодых специалистов. Это намного больше в сравнении с 2008 годом. При этом министр добавил, что в наступающем учебном году планируется прием более 5000 студентов в Чеченский государственный университет, Чеченский государственный педагогический институт и Грозненский государственный нефтяной институт. По данным министра образования и науки Чеченской Республики Анзора Музаева, в республике занимаются научной и преподавательской деятельностью около 90 докторов наук и более 440 кандидатов наук. На первом бизнес-форуме по актуальным проблемам развития IT-индустрии в Грозном в качестве спонсора мероприятия выступила компания IPNet. Об этом сообщает интернет-ресурс компания. Издание подчеркивает, что именно IPNet предоставила канал связи для организации сеанса видеоконференции бизнес-форума Тэшком 2009. Напомним, что сеанс был организован между Грозным и московским офисом компании Танберг, еще одним спонсором и участником конференции. Авторы материала подчеркивают, что подобный тандем между этими компаниями очень актуален для Грозного, так как на сегодняшний день на большей части территории республики отсутствуют качественные наземные каналы и другого варианта, кроме как использования спутниковой связи, просто нет. Успешный опыт построения телекоммуникационной сети в Грозном наглядно продемонстрировал преимущество спутниковых систем для организации каналов связи в условиях территориальной удаленности объектов и ограниченности во времени. Следующая страничка нашего тележурнала, как и обычное, исследование того, что лежит за внешней стороной определенного события или явления. Сегодня всемирная паутина информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сказано и написано об этом много, тем не менее поговорим об этом и мы. Как обстоит в республике ситуация с IT-технологиями и насколько в этом плане мы отстали от других регионов. Об этом и многом другом размышляет Магомед Нухаев. За последние 9 лет проделана большая работа по восстановлению и развитию в Чеченской Республике стационарной сети общего пользования. На сегодняшний день в республике установлены междугородние станции, а в районах успешно работают АТС. Чеченская Республика стала первым субъектом со 100% цифровизацией сети. Связь организована на уровне 5-го поколения. Сегодня ведется работа по телефонизации частного сектора. Стационарная связь есть практически в каждом райцентре, не говоря уже о городах – Грозный, Гудермес, Урус-Мартан или Шали.
Земли. Но несмотря на это, развитие стационарной связи происходит медленно. Оно и понятно, в ходе двух военных кампаний в республике были практически полностью разрушены телефонные станции, а подземные линии оборваны в результате многочисленных бомбежек. На смену привычной стационарной связи пришла мобильная. Люди, не задумываясь, отдают свое предпочтение на редкость компактным телефонам и, главное, беспроводной связи. Мобильная связь в Чеченскую республику пришла относительно недавно, всего 6 лет назад. С февраля 2003 года в республике начал работать первый сотовый оператор «Мегафон», представленный закрытым акционерным обществом «Мобиком Кавказ». На сегодняшний момент число абонентов «Мобиком Кавказа» составляет около 6 миллионов человек. Жителям северокавказских регионов, как позиционирует компания, доступен полный спектр услуг мобильной связи, а ее сетью покрыто более 85% территории региона, в том числе труднодоступные высокогорные районы. Для граждан Чеченской Республики мобильная связь стала доступной только с 18 августа 2004 года. Именно с этого времени сим-карты данного оператора стали распространяться среди физических лиц. До этого момента мобильная связь являлась небывалой роскошью в Чеченской Республике, а заветные симки реализовывались только юридическим лицам после согласования с местным управлением ФСБ. Этот факт вызвал бурю протестов среди населения, и в республике не раз проводились общественные антимегафоновские акции, в том числе и на высокие, по сравнению с другими регионами, тарифные планы. В 2006 году впервые в урегулировании конфликта людей и оператора мобильной связи пришлось вмешаться тогда еще премьер-министру республики Рамзану Кадырову. Переговоры прошли на редкость успешно, хотя по логике российского законодательства органы власти не могут оказывать влияние на цены субъектов экономики. Рамзан Кадыров добился своего. Цены на сотовую связь в республике уже через месяц снизились почти в 4 раза. Окончательно монополия Мегафона была окончена почти 2 года назад, когда в республику с шумом пришел второй сотовый оператор мобильной связи, открытое акционерное общество «Вымпелком» стандарта GSM. Этого дня в республике с нетерпением ждали несколько лет, и ему предшествовала огромная работа, проведенная руководством региона. В октябре 2006 года Вымпелком получил официальное разрешение Федерального агентства связи на ведение бизнеса в Чечне. Примечательно то, что лицензия на ведение бизнеса в Северокавказском регионе была получена оператором еще в 1998 году. Однако собрать все необходимые разрешения для работы в Чеченской республике Вымпелкому не удавалось в течение 6 лет с момента окончания контртеррористической операции в республике. 12 сентября 2007 года торговая марка Вымпелкома «Билайн» официально начала свою деятельность в Чечне, но несмотря на длительные подготовки к этому дню, связь второго мобильного оператора в республике оставляла желать лучшего. Представители компании подчеркивали, что неудовлетворительная работа сотовой сети обусловлена бурно растущей абонентской базой. Однако даже сегодня абоненты сетуют на качество данного оператора, но при этом не спешат от него отказаться. Это как раз тот случай, когда качество связи не влияет на радость от низкой цены представленных компанией тарифных планов. К настоящему периоду связью Билайн покрыта практически вся равнинная часть Чеченской республики, и данная сеть продолжает развиваться. В феврале текущего года открытое акционерное общество «Мобильные телесистемы», или проще говоря МТС, получило разрешение на эксплуатацию 3 базовых станций в нашей республике. Еще 7 станций компании находятся на стадии монтажа и настройки. В течение 2009 года МТС планирует ввести в эксплуатацию в республике сеть сотовой связи. Однако сроки запуска сети пока еще не определены. При этом в компании отмечают, что ее строительство идет строго по плану. Рынок мобильной связи в Чеченской республике находится на начальном этапе развития, и в настоящее время он выходит на уровень проникновения связи, как и в других регионах. Сегодня перед компаниями мобильной связи стоит главная задача – покрытие не только населенных пунктов, но и ключевых автомобильных дорог и небольших населенных пунктов, особенно в высокогорных районах, где нет и в силу сложности горного ландшафта, возможно, никогда не будет стационарной связи. Сотовая связь развивается вместе с регионом, вместе с республикой. Безусловно, они представляют новые технологии. Помимо стопроцентной зоны покрытия Чеченской республики мобильной связью, много споров и негодований вызывает развитие в республике всемирной паутины интернет. Для жителей нашей республики интернет на протяжении нескольких лет продолжает оставаться дорогим удовольствием. Основной причиной этому является практически отсутствие в республике оптиковолоконной линии. Причиной этому служит тот факт, что телефонизация в регионе обеспечивается с помощью космической связи, которая само по себе дорогое удовольствие. Поэтому
Жителям республики приходится устанавливать интернет через спутникового провайдера, используя вместо обычного модема мобильный телефон. Такое удовольствие, как правило, очень дорого. К примеру, 1 гигабайт скачанной с интернета информации стоит от 18 до 25 долларов, в то время как в других городах месячная абонентская плата за пользование всемирной паутины составляет от 400 до 600 рублей. При этом до 2 гигабайт информации пользователю предоставляется бесплатно. Правда, подобные услуги предоставляются только в том случае, если имеется наземное подключение. Тем не менее, несмотря на то, что интернет обеспечивает оперативный доступ к поистине необозримой кладези информации по любой тематике, на десятки тысяч информационных серверов его популярность в республике только набирает обороты. И в основном это происходит опять же посредством мобильной связи. Так, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам компании «Мегафон Северный Кавказ» Владимир Карпушкин на днях отметил, что в ближайшее время на территории Чеченской Республики компания планирует запуск сети третьего поколения связи, проще говоря, стандарт 3G. Он позволяет пользователям мобильной связи со своего телефона выходить в интернет с высокоскоростной передачей и намного лучшим качеством, чем было до этого. Данная скорость выше даже, чем в стационарных сетях связи. При этом 3G позволяет абоненту также сделать видеозвонок, одной из популярных во всем мире услуг. Уже осенью сеть 3G будет запущена в коммерческую эксплуатацию одновременно в нескольких районах республики. Следующим поколением мобильной связи будет поколение третье, 3G. В чем основная особенность третьего поколения и чем оно так отличается от предыдущих? Самое главное отличие в том, что 3G поколение предназначено более ориентировано для передачи данных. На первом этапе будет обеспечено качественное покрытие крупных городов и населенных пунктов республики, в числе которых Грозный, Аргун, Гудермес и Шали. Руководство компании считает Чеченскую Республику весьма перспективным для развития стандарта 3G, поскольку данная технология является отличной альтернативой к проводному интернету. При этом здесь же обещают, что новая услуга будет по самым доступным ценам для его пользователей. Таким образом, через пару месяцев Чеченская Республика станет третьим регионом на Кавказе наряду с Сочи и Дагестаном, где появится сеть 3G. Однако с развитием в республике интернета у местных властей появилась новая проблема – не дать распространиться во всемирной паутине идеологии ваххабизма и экстремизма. 17 июня Центру духовно-нравственного воспитания и развития Чеченской Республики президент Рамзан Кадыров дал поручение заняться подготовкой специалистов для разъяснительных работ с молодежью, пользователями интернета, с целью противодействия распространению идеологии ваххабизма. Данная мера была вынуждена, так как 80% пользователей интернета, в том числе и мобильного, являются молодые люди. По словам Кадырова, сегодня экстремистам больше не нужны телеканалы или пресса, чтобы заявить о себе. Теперь они пропагандируют свою идеологию в различных интернет-форумах, гостевых книгах и чатах виртуального пространства. Он отметил, что необходимо подготовить грамотных специалистов, чья деятельность будет направлена именно на противодействие так называемым проповедям идеологов ваххабизма. С этой же целью в прошлом году был открыт официальный интернет-сайт «Чечня Today». Наряду с другими чеченскими интернет-ресурсами, данный сайт сегодня уже стал средством пропаганды сегодняшней действительности в Чеченской Республике. На нем транслируются новости местных телеканалов и видеоролики с сегодняшней Чечни. Как бы там ни было, ясно одно: при правильном обращении интернет может стать неиссякаемым источником знаний, но и мощным средством информационной войны. А потому мы надеемся, что в будущем интернет станет чище и правильнее, но для этого необходимо позаботиться уже сейчас. История Чеченской Республики – это в значительной степени история нашего общества, которая парадоксальным образом до сих пор остается малоизученной. Именно поэтому эта рубрика задумана как обзор ключевых событий чеченской истории. Сверимся по времени и проинспектируем события непричесанной чеченской истории. Итак, хронология памятных дат июня в зеркале времени и в нашей постоянной рубрике «Хронограф Инфо».
18 июня 1840 года Лермонтов, командирован на левый фланг Кавказской линии в крепость Грозный в экспедицию в отряде под начальством генерал-лейтенанта Голофеева. Уже в начале июля отряд, в котором находился Лермонтов, выступив в крепости Грозный, перенаправился через реку Сунжу и через ущелье Ханкалу. С боями продвинулся в Большие Атаги. В середине июля он участвует в сражении при реке Валерик. Этот бой позже и лег в основу его знаменитого стихотворения «Валерик». В общей сложности Лермонтов на Кавказе с небольшими перерывами провел почти 4 года. Здесь же, на Кавказе, летом 1841 года он был убит на дуэли, возникшей в результате спровоцированной ссоры. Лермонтова сослали на Кавказ в действующую армию за поэтическое вольнодумство. Гуманизм Лермонтова, его интерес и симпатия к горской культуре отозвались глубоким интересом чеченского народа к личности поэта и его творчеству. Его именем в Чеченской Республике были названы село, скверы, улицы и драматический театр. 17 июня 1865 года первая партия чеченских переселенцев прибывает на русско-турецкую границу у Хазапинской заставы. Чуть ранее, в апреле 1865 года, первые 500 чеченских семей, спровоцированные царскими агентами, выступили с инициативой переселения в единоверную Турцию. С подачи властей организатором переселения выступил осетин Муса Кундухов, который под этот проект тайно получил от властей крупные денежные средства. В течение нескольких лет в общей сложности было переселено около 5000 чеченских семей, земли которых правительство впоследствии отобрало в казну. В сентябре 1868 года, после лишения и мытарств, обманутые переселенцы предпринимают отчаянную попытку пересечь границу и вернуться на родину. Однако восстание было жестоко подавлено османской армией. В конце июня 1905 года в Грозный прибывает представитель наместника Кавказа генерал Михайлов. Генерал откомандирован в Терскую область с целью изучения ситуации в области и задачей выработать по результатам командировки соответствующие рекомендации. В ходе этой поездки Михайлов получает ряд петиций от горских обществ чеченского, ингушского и осетинского. В петициях, доверенные от сельских обществ, выступили с требованием проведения ряда реформ. Среди требований прозвучали немедленный созыв народных представителей на основах всеобщего, прямого, равного, с тайной подачей голосов избирательского права, безразличие национальностей, входящих в состав России, равенство всех перед законом, установление ответственности всех административно-полицейских чинов перед судом по жалобам частных лиц. Самым главным требованием в петициях было, пожалуй, требование отмены положения об учреждении управления Кубанской и Терских областей. И вот в горском обществе широкоместного самоуправления. 12 июня 1917 года чеченские части дикой дивизии, вернувшиеся с Первой мировой войны в Чечню, захватили город Грозный. Все началось банально и просто. В Грозном было спровоцировано убийство нескольких всадников и офицера чеченского полка дикой дивизии. Вечером несколько сот чеченских всадников разграбили и подожгли новогрозненские нефтепромыслы, которые горели 18 месяцев. Кавказская туземная конная дивизия, или, как ее называют в исторических документах, дикая дивизия, одна из элитнейших частей русской армии, сформированной 23 августа 1914 года из добровольцев, уроженцев Северного и Южного Кавказа и Закавказья, народы которых по законодательству Российской империи не подлежали военному призыву. Дивизию составляли 3 бригады из 6 кавказских туземных конных полков. Первая бригада из Кабардинского и 2-го Дагестанского полков, 2-я из Чеченского и Азербайджанского и 3-я бригада из Черкесского и Ингушского полков. В июне 1919 года на Северном Кавказе нарастает движение шейха Узун-Хаджи. К этому времени оно уже получает почти всекавказский характер. Создание Северокавказского эмирства было провозглашено чуть позднее, в сентябре 1919 года в селение введено. Правителем новоявленной монархии стал имам Узун-Хаджи. К этому времени Слобода-Ведено превращается в резиденцию имама, который провозгласил независимость и самостоятельность своего образования. Однако угроза со стороны добровольческой армии заставила Узун-Хаджи заключить союз с большевиками. Причем партизанский отряд под командованием большевика Гекала вошел в состав войск Эмирата. Узун-Хаджи объявляет войну добровольческой армии и приступает к организации своих гражданских и военных сил. Однако царствование Узун-Хаджи длилось недолго. После изгнания Деникина вся власть сосредотачивается в руках большевиков, а сам эмир погибает при таинственных обстоятельствах. В
В конце июня 1943 года в Виннице в ставке Адольфа Гитлера Вервольф разработана известная дирекция ОКВ за номером 45, в которой перед войсками фашистской Германии ставились новые задачи в ближайшую перспективу на советско-германском фронте. Так, согласно плану, на войско группы А «Север» возлагается взять город Ленинград, группу АБ взять города Сталинград и Астрахань, и группу АА взять города Ставрополь, Грозный, Махачкала и Баку. Причем в плане операции особо отмечается значимость взятия Грозного и Баку, которые на этот момент являлись основными поставщиками нефти. Этим же планом перед группой плана Эдельвейс ставились задачи захватить весь Северный Кавказ, лишить советский Черноморский флот своих баз и выйти на границу с Турцией в город Батуми. В начале июня 1993 года заместитель директора начальника управления ФСК по Москве и Московской области генерал-майор Савастьянов направляет на имя Шахрая совершенно секретное письмо с новыми предложениями по деятельности ФСК в Чеченской Республике. Этим письмом глава столичного управления ФСК Евгений Савастьянов, который на тот период является куратором свержения режима Дудаева, руками оппозиции предлагает высшему руководству организовать переговоры с республиканским руководством на фоне параллельного силового давления вплоть до свержения власти Дудаева и замены его на политиков, лояльных в Москве. Цель предпринимаемых мер – заставить республиканские власти снять вопрос о самоопределении. В ноябре этого же года Ельцин одобряет предложение Шахрая и Савастьянова по урегулированию ситуации вокруг Чеченской Республики в контексте новых условий. Однако этот план терпит провал. Именно после провала предложенного плана и началась Первая Чеченская война. 14 июня 2000 года Ахмад Кадыров назначается главой администрации Чеченской Республики. Противники этого назначения называют это решение ошибкой. Сторонники настаивают на том, что Кадыров способен объединить народы республики и поставить заслон экстремистскому ваххабизму. Буквально через несколько дней после своего назначения глава администрации выступает с заявлением, в котором призывает членов незаконных вооруженных формирований сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Этот призыв по существу стал прелюдией нескольких амнистий, которые позволили вернуть к мирной жизни более 7 тысяч бывших членов НВФ. Первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров был яркой фигурой чеченской политики и истинным вождем своего народа. На родине он имел огромный авторитет и снискал уважение даже у самых злейших врагов. В 1945 году на Эльбе произошла почти сказочная история, которая вошла в летопись Второй мировой войны. Чеченец, полковник Висаитов, стал первым советским офицером, который пожал руку командиру передовых американских частей, генералу Боллингу. В честь этой встречи Висаитов подарил американскому генералу самое дорогое, что у него было – своего боевого коня. Генерал отдал джип. В те же дни президент США Трумэн подписал его представление к ордену Легион чести. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе чеченца Мовлади Висаитова. Судьба эта похожа на сказку. Мавлид Висаитов – профессиональный военный. За годы войны он прошел боевой путь от Терека до Эльбы. Командовал 255-м отдельным чечено-ингушским кавалерийским полком и 28-м гвардейским полком. Мавлид стал первым советским офицером, который пожал руку командиру передовых американских частей во время исторической встречи на Эльбе. Родился Мавлид Висаитов 13 мая 1913 года в селе Нижний Наур, ныне Натеречного района Чеченской Республики, в семье крестьянина. Вступил в Красную армию в 1932 году. Именно в этом году, после окончания школы, он был направлен на учебу в Краснодарскую трехгодичную кавалерийскую школу. По ее окончании молодого лейтенанта направляют служить командиром взвода в 34-й кавалерийский полк 9-й Кавказской дивизии, дислоцировавшийся на Украине. В 1935-м окончил Орджоникидзевскую пехотную школу. В 1940-м Висаитов в звании старшего лейтенанта уже командует эскадроном. В этом же году, получив звание капитана, направлен на курсы усовершенствования командного состава в город Москву. На фронтах Великой Отечественной войны капитан Висаитов с июня 1941 года. В должности командира кавалерийского полка он в первые месяцы войны, как ни странно, не отступал, а наступал. В первые же дни войны Висаитов был ранен, но остался в строю, причем отличился в первых же боях.
Так, в бою под Кирданами Западная Украина 18-22 июля 1941 года его эскадрон получил задачу на наступление. Несмотря на губительный огонь, командир эскадрона Висаитов лично поднял эскадрон в атаку, сбил боевое охранение и вклинился в оборону противника. В последующие дни эскадрон трижды отражал атаки немцев. Лихими наскоками под огнем автоматов и танков громил передовые части противника на походе. За это уже в июле 1941 года был представлен к ордену Красного Знамени. В те дни и в той обстановке столь высокая награда была не просто редкостью. Это случай уникальный. Чуть позже Висаитов получил в подарок коня, лучшего коня, которого тогда можно было найти в России. Его на свои средства приобрел Михаил Шолохов и отправил на фронт с напутствием подарить лучшему кавалеристу советской армии. Им и оказался чеченец Мавлид Висаитов. Один из эпизодов фронтовой жизни чеченского героя напрямую связан с этим конем. Случилось это недалеко от реки Дон. Войска отступали, был пасмурный вечер и трудно было отличить в тумане свои позиции от вражеских. Висаитов решил лично проверить левый фланг. Он помчался на коне в сопровождении только своего ординарца навстречу колонне пехоты и уже совсем приблизившись, понял, что это немцы. Пришпорил коня, врезался в колонну, разя врагов шашкой, прорубил себе путь. И когда по нему начали строчить автоматы, был уже вне досягаемости. Однако пуля достала его, пришлось на скаку сделать перевязку, а потом уже думать о возвращении на свои позиции. В темноте было трудно сориентироваться, и тут Висаитов вспомнил, что родная станица писателя Шолохова должна быть где-то рядом, а лошади умеют самостоятельно находить дорогу домой. Так как он слишком ослабел от потери крови, Мавлид отпустил поводья и доверился коню. Конь действительно к утру вывел Висаитова прямо на станицу Вешенская, еще не занятую немцами. В 1942 году его направляют в отдельную 114-ю чечено-ингушскую кавалерийскую дивизию, сформированную в Грозном. После ее расформирования на ее базе был создан добровольческий 255-й чечено-ингушский кавалерийский полк и отдельный дивизион. Начальником штаба этого полка был назначен именно Мавлид Висаитов. Позже грянула депортация февраля 1944 года. На тот период армейским чинам была дана команда потихоньку изъять из боевых частей всех офицеров-чеченцев и привезти в Москву. Здесь, в Москве, им и сообщили, что они вместе со своим народом подлежат депортации в Казахстан и Киргизию. Рассказывают, что, узнав эту страшную новость, 100 боевых офицеров-орденоносцев ранним утром пришли на заснеженную Красную площадь и встали строем в надежде, что кто-то из высшего руководства заинтересуется этим необычным парадом и выслушает их. Они простояли весь день, были окружены ротой НКВД и уже под стражей наткнулись на выходившего из Кремля маршала Рокоссовского. Благодаря его вмешательству этих чеченцев вернули в части с сохранением всех наград и званий. Позже Висаитов участвовал в боях за освобождение Крыма, Украины, принимал участие во взятии Кёнигсберга, в походе на Восточную Пруссию и в выходе к Эльбе. В апреле 1945 года 28-й гвардейский кавалерийский полк под командованием Висаитова в авангарде дивизии во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими полками в ходе наступления прорвал оборону противника в районе города Швед и овладел населенным пунктом Хаммельбринг и городом Райсберг. К исходу 2 мая 1945 года полк вышел на реку Эльба и в районе севернее города Виттенберг в числе первых встретился с англо-американскими войсками, развернувшими пресловутый Второй фронт. За период с конца апреля по начало мая полк Висаитова успел пройти с боями более 170 километров, разгромить до 2 полков противника, овладеть 50 населенными пунктами и уничтожить много живой силы и техники противника. Кроме того, полк Висаитова только за эти дни освободил из концлагерей до 3000 советских граждан и более 500 военнопленных. Именно в эти дни на Эльбе и произошла почти сказочная история, которая вошла в летопись Второй мировой войны. Чеченец, полковник Висаитов, стал первым советским офицером, который пожал руку командиру передовых американских частей генералу Боллингу. В честь исторической встречи полковник Мавлид Висаитов подарил генералу Боллингу самое дорогое, что у него было – своего боевого коня. Генерал отдал джип. В те же дни президент США Трумэн подписал представление к ордену «Легион чести» на подполковника Висаитова. Следует отметить, что этот орден – награда чрезвычайно редкая и почетная. Достаточно сказать, что в США, если в комнату заходит кавалер этого ордена, присутствующие, включая даже президента страны, обязаны встать.
На счету полка Мавлади Висаитова было много славных подвигов. Только за 2 месяца боев весной 1945 года полк Висаитова уничтожил, вывел из строя и пленил более 2500 солдат и офицеров. Подбил и уничтожил 7 танков, 6 БТРов. За эти подвиги полк был удостоен высокой награды – ордена Красного Знамени, а сам Висаитов награжден орденом Ленина. За годы войны Висаитов награжден также орденами Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Красной Звезды, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Среди всех наград Висаитова не только ордена и медали СССР, но и награды Польши, Венгрии, Чехословакии. В 1945 году он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако звание по вполне понятным причинам так и не удостоился. После февраля 1944-го чеченцев награждали только на словах. Их наградные документы клались под сукно и никогда не доставались. В 1945-46 годах подполковник Висаитов в стенах военной академии имени Фрунзе подкрепил военными знаниями свой богатейший боевой опыт. Тем не менее, в 1946 году его, представителя депортированного народа, отправляют в запас. Сохранилась копия рапорта гвардии подполковника Висаитова на имя Иосифа Виссарионовича Сталина, датированного 26 сентября 1946 года. Увольняемый в запас герой только что прошедшей войны, не виляя и не раболепствуя перед вождем народов, открытым текстом пишет: «Я не отношусь к категории офицеров, которые подлежат демобилизации по старости, по инвалидности или по каким-либо другим причинам, поэтому еще с большей силой переживаю свое положение. Как мне кажется, единственной причиной такого подхода ко мне со стороны отдельных кадровых работников то, что я чеченец. Других причин нет. Я знаю, что нашей идеологии чужды биологические принципы, принципы расовой ненависти, которые являлись принципами идеологии гитлеровцев. В дни тяжелых испытаний на передовых позициях фронта меня вдохновляла на борьбу с врагом не на жизнь, а на смерть вера в наше правое дело, в нашу победу. Именно эта вера и сделала меня непоколебимым при самых сложных ситуациях». В своем рапорте Висаитов пишет, что хотел бы восстановиться в рядах армии той великой страны, которую он защищал. Ответа он, естественно, не получил. Понятное дело, иного и не следовало ожидать. Странно другое, как после такого неприкрытого прямого обращения к вождю народов по существу с обвинениями в дискриминации он не был подвергнут репрессиям. По-видимому, от гнева сталинской машины подавления Висаитова спас все тот же орден Легиона Чести. Уж слишком скандально выглядела бы, если бы она всплыла, история с героем войны, кавалером Высшего воинского ордена США в сталинских застенках. Герой войны подполковник Висаитов после восстановления в 1957 году Чечено-Ингушетии работал заместителем министра внутренних дел республики, затем на различных должностях народного хозяйства республики. Долгое время жил в Грозном, впоследствии в селе Кулары, где заведовал рыбхозом. Фронтовая судьба свела Висаитова с людьми многих национальностей, некоторые стали его друзьями на всю жизнь. Среди них и украинская женщина Галя, выходившая его после тяжелого ранения в боях под Таганрогом. Висаитов разыскал ее уже после окончания войны, и дружба двух семей, чеченской и украинской, продолжалась до самой его смерти. Умер подполковник Мавлади Висаитов сравнительно недавно, 23 мая 1986 года, похоронен в станице Надтеречная. История же со знаменитой по тем временам встречей на Эльбе позже была сфальсифицирована. В исторической науке вместо подполковника Висаитова долгое время фигурировал другой человек с правильной национальностью и с биографией без подтеков. Справедливость же была восстановлена лишь после развала СССР и реабилитации репрессированных народов. Да и то произошло с подачи американских ветеранов Второй мировой войны, которые прямо и заявили о подмене. Героем же СССР Мавлади Висаитов стал лишь 5 мая 1990 года. До дня восстановления исторической справедливости герой Эльбы не дожил всего несколько лет.